Прилузском районе в рамках проекта энергоэффективности в образовательных учреждениях поэтапно меняют окна. В 2020-м эти работы провели в школе и детском саду номер 2 села Обьячево. Здание детского сада обновилось благодаря народному бюджету. В рамках проекта на эти цели выделили более 600 тысяч рублей. Впрочем, замена окон – это лишь часть работ, которые входят в программу энергоэффективности. Елена Кононова посетила обновленный детский сад. Золотой ключик задышал по-новому, говорят воспитатели детского сада номер 2 села Обьячево. В августе здесь заменили все 49 окон. До этого в здании 83-го года постройки зимой всегда было холодно. Из старых окон с ветхими рамами постоянно дуло. Проблему решили при помощи народного бюджета. Весной, когда люди выбирали проекты, обновление детсада поддержали большинством голосов. По словам руководства учреждения, уже заметно снизились коммунальные расходы, а в самих помещениях стало комфортней. Во-первых, поменялся облик детского сада. Мы, видите, в центре находимся, на центральной улице. Вот. Потом очень поменялись группы. В группах стало светло, уютно, большие подоконники, что важно для предметно развивающей среды. И, конечно, самое главное – это тепло. Проект энергоэффективности – это большая комплексная работа, куда входит замена окон, кровли, электроосвещения, теплоснабжения и так далее. Все это позволит не только обновить здания образовательных учреждений, но и сэкономить на энергоресурсах. При Лузии в эту программу в числе первых вошла школа Обьячево. Еще в 2017 году учреждение заключило энергосервисный контракт. Здесь сегодня во всех корпусах горят энергосберегающие светильники. В этом году заменили электрику, установили вместо старых деревянных окон пластиковые. У нас и проветривание невозможно было, да, и освещенность была плохая. А сейчас вот благодаря новым окнам, конечно, у нас и тепло, и светло. Вот. Ну и у нас еще проходит государственный экзамен здесь, да, как пункт проведения. И вот эта вот звукоизоляция, она, конечно, тоже очень важна. В отопительной системе заменили счетчики и установили задвижки. Теперь можно самим регулировать уровень тепла, скажем, во время каникул или карантина. Опять же, получается экономия. И такой планомерный процесс перехода на энергоэффективность идет во всех школах и детских садах района. Этот процесс, да, мы начали с Обьячевской, самой крупной школы. В основном крыши, если говорить по утеплению крыш, замены крыш, да, чтобы не протекали, в основном все учреждения уже прошли этот этап. Теперь это замена окон, замена цоколей, если это мы говорим о деревянных зданиях, то этот процесс такой планомерный. В этом году у нас произошел очень большой объем замены системы теплоснабжения. Мы установили теплосчетчики, в основном это в учреждениях образования. Следующий этап – замена старого кухонного оборудования и компьютерной техники, которые сегодня тоже достаточно энергозатратны. Елена Кононова, Дмитрий Булаев, телеканал Юрган.